Далее рубрика, посвященная юбилею Великой Победы под названием «Мы помним» о музее боевой славы в сюжете Розалии Борисовой. Я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя. До свидания. Крылья, моторы, телефоны, части пропеллеров. Каждая деталь здесь уникальный музейный экспонат. Американские самолеты, они сотнями приземлялись на якутской земле, чтобы отправиться на фронт. С 42 по 45 год Якутск был центром воздушной трассы Аляска-Сибирь. Меньше чем за год местные жители готовили аэродромы своими силами. И чаще всего только женщины и дети. Всего по республике сегодня известно о 10 таких пунктах, но каждый год на карте появляются новые флажки. С 1985 года экспедиции находят не только части разбитых самолетов, но и целые аэродромы. Заржавевшие бочки с топливом, землянки озера – первый звонок для начала поисков. За это время организовано более 40 экспедиций. Ребята побывали на местах катастроф самолетов. Найдено несколько взлетно-посадочных полос, про которые неизвестно. Последний аэродром в Тюнгелю. В этом году установили памятник. Буквально 3 года назад только нашли документы, подтверждающие, что там был аэродром. В общем, Якутская тайга у нас хранит еще очень много секретов именно по трассе. Ну и последняя авария, допустим, американского самолета А-20 «Бостон». Здесь у нас уже произошла в республике в марте, вернее не в марте, в августе 1946 года. На аэродромах летной погоды порой ждали сотни самолетов. Аэродромы были оснащены лучшей техникой и специалистами, но самая сложная работа доставалась местным жителям. Без образования и должных знаний они следили за передовой и стратегически важной военной техникой. Согласно многим документам, только трактористами в те времена работали девочки 15-16 лет. От 6 до 7 самолетов могли перегоняться за раз. Им предстояло преодолеть больше 7 тысяч километров. За этот долгий путь многие из них терпели крушение. Потерпел крушение и этот самолет «Аэрокобра П-39», самолет для асов. В тайге были найдены его остатки и, самое главное, табличка, по которой установлена дата его перегона, также год и время. Сохранилась и уникальная инструкция, с которой летели каждые самолеты. Это инструкция на английском языке, которую после перегона переводили на русский. Она 70 лет пролежала в болоте и сохранилась, можно сказать, в идеальном состоянии. Стоило самолету на этом сложном маршруте уклониться от курса хоть на градус, он неизбежно терялся, отставал или еще хуже врезался в горы. На большой высоте сотни самолетов проходили трассу самых суровых испытаний. Самой сложной частью маршрута были Верхоянские горы. Именно там многие самолеты терпели крушение. Из-за большой высоты пилотам приходилось надевать кислородные маски. У меня в руках экземпляр такого кислородного баллона самолета «Аэрокобра П-39». За 70 лет сохранилась даже оригинальная краска. В этом году исполняется 70 лет со дня закрытия трассы. И этой осенью в тайгу на поиски новых аэродромов и аэромашин отправится экспедиция. В музее появятся новые экспонаты. С каждой находкой оживает история, чтобы каждый сквозь года и века помнил о трассе Аляска-Сибирь и ее центре Якутии. Розалия Борисова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.